Рашид, мы рады видеть вас в очередной раз на нашей студии Black Tatars, черные татары, кора татарлар. Мы знаем, что вы приехали сюда на Международный форум татарских женщин. Один мой знакомый, который обозрел приехавших, сделал такое замечание, что там одни старые женщины. Как, на ваш взгляд, какой контингент татарок приехал в Казань на это мероприятие? Ну, вы знаете, сам формат, получается, форума Акалфак, он предполагает то, что здесь должны собираться женщины, прежде всего, конечно, старшего возраста. И действительно, в этот раз собрались в основном женщины старшего возраста, конечно, среднего возраста. И, процентов, наверное, 10 – это молодежь лет до 30. Ну, это, конечно, тоже символично в какой-то степени, потому что обычно старшее поколение, как всегда, у нас передает опыт свой уже более молодым людям. Поэтому, естественно, конечно, что у них и времени больше для того, чтобы этот опыт передавать. Люди же более молодые, они в основном, конечно, заняты другими делами и заняты обычно воспитанием детей и работой. А что касается, опять же, взрослых женщин, то они уже, когда выходят на пенсию, то, естественно, конечно, что они уже здесь, это уже время более свободное для того, чтобы общаться, для того, чтобы работать на другой ниве, на ниве, опять же, татарской в данном случае, как многие женщины находят свой путь в данном случае. Как вы считаете, все-таки молодежь должна присутствовать побольше или этого достаточно 10%? Я думаю, что, конечно, должна присутствовать больше. Поэтому, конечно, с одной стороны, хорошо, что у нас взрослые женщины присутствуют, но, естественно, конечно, что молодые девушки, молодые женщины тоже должны вливаться в это движение Акалфак. А вот как обстоят дела в Сибири с участием молодежи? Я там неоднократно бывал и тоже замечал, что на Искерджи, там, на конференции тоже в основном приходят люди достаточно взрослые, и как бы молодежь отсутствует. Вообще там у вас есть молодое пополнение в рядах сибирского татарского движения? Как, на ваш взгляд? Мне кажется, что это характерно, в принципе, для всего и татарского движения общественного. То, что молодежи сейчас становится все-таки намного меньше. А в Сибири, мне кажется, это проблема особенная, потому что здесь много различных вопросов, связанных и с теми течениями, которые есть в сибирско-татарском общественном движении, в целом в татарском общественном движении в Сибири. Поэтому, естественно, конечно, это вопрос, связанный с определением тоже молодых татар в данном направлении. С другой стороны, конечно, это то, что молодежь, одна из самых главных проблем, наверное, это то, что молодежь мало знает язык. Эта проблема с каждым днем усугубляется, и, опять же, оторванность от языка, она, естественно, конечно, является таким барьером и для того, чтобы работать в этом движении. Ну вот я думаю, очень надеюсь, конечно, на то, что в последние годы у нас появились уже новые организации. Это татары Тюмени, формируется такое же движение татары Тобольска, тоже молодежное. Появляется вот команда Тат-леди, вот девушки у нас тоже приехали в этот раз на данный форум. Поэтому я думаю, что молодежь тоже ищет свою нишу, свой формат, опять же, определения в татарском движении. И возможно, что он не будет связан, опять же, с примыканием к более старшему поколению, которое находится в данном движении. Они ищут, опять же, свои пути для того, чтобы сохранить татарскость, скажем так, свою идентичность и для того, чтобы реализовать себя вот в данной плоскости. Но, на мой взгляд, это пока получается этап самоопределения. Во что он выльется дальше, это мы, конечно, посмотрим. Но здесь я опять же говорю по поводу того, что здесь, естественно, конечно, что старшее поколение тоже должно в какой-то степени, получается, вести тоже молодежь, показывать определенный пример, опять же, и интеграции в том числе.
Поэтому здесь, конечно, очень много различных нюансов. Я согласен с тем, что с молодежью нужна особая работа, причем учитывая и возрастные особенности. Правда, с возрастными особенностями есть проблемы. Там, по-моему, европейская молодежность уже сейчас чуть ли не до 45 лет проводится. У нас, конечно, этот возраст немножко пониже, но тоже процесс у нас идет. Недавно вот мы услышали из уст наших специалистов, что сейчас средняя мама Татарстана рожает 29 лет. Десяток лет тому назад это было 25 лет. То есть возрастные сдвиги происходят, и это связано с общими процессами. Это европейский процесс вообще-то, общемировой даже. Но я согласен с тем, что, конечно, для молодежи нужны новые методы работы, и Конгресс татар старается их вырабатывать. Хотя я бы не сказал, что мы в этом уже преуспели, но, по крайней мере, сейчас такие наметки есть. Вот что касается сибирских дел, то мы в последнюю поездку в Тюмень, там смогли провести заседание клуба «Татарский квадрат» и учредили небольшую группу. Сейчас еще раз хотим поехать туда. Вот как вы считаете, вот если молодежь удастся объединить, то что было бы интересно, особенно для сибирской татарской молодежи? Ну, скажем, как общественное движение, как жизнь вообще выстраивать? Что интересует, вот, на ваш просвещенный взгляд, сибирскую татарскую молодежь? Ну, я думаю, что ее интересуют все те же самые вопросы и те же самые проблемы, которые, в принципе, интересуют в целом и молодежь, и в целом, получается, татарскую молодежь. То есть те вопросы, которые связаны, опять же, у думающей, конечно, естественно, молодежи, у тех, у которых есть определенное вот чувство причастности и самосознания как татар, свое место, опять же, и будущее татарского народа вот в этом мире, в этом меняющемся, движущемся очень быстрыми темпами мире, выявление тех своих позиций и во всех аспектах, и в политике, и в экономике, и опять же в общественной жизни. То есть самореализация как личности, самореализация себя как татарина, как татарки и возможность, опять же, принести пользу своему народу. Я в этом плане думаю, что многие именно вот эти вот именно позиции, в принципе, определяют стремление многих сибирских татар и в целом татар, получается, Сибири, вступить вот в это движение и находиться в этом движении. Ну и определение себя и осознание себя вот в этой общности татарской. Потому что вот сейчас, получается, та же самая группа татар из Сибири насчитывает более 2000 человек, поэтому я думаю, что это такая достаточно большая группа, большой контингент, которых волнует, опять же, вот эти вот проблемы, о которых я только что сказала. И, естественно, конечно, что во многом, конечно, это формирование некоего такого сообщества, которое на основе именно татарской идентичности пытается друг другу помочь в разных аспектах, в плане и вопросов и религии, в плане, опять же, вопросов даже просто бытовых и так далее. То есть формируется такое вот некое сообщество, которое, основываясь на тех нормах, которые, в принципе, характерны для татарского самосознания, для татарских устоев, естественно, конечно, основанных во многом на исламских традициях. Естественно, конечно, что они пытаются, опять же, формировать вот некое такое, вот, получается, сообщество, которое, в принципе, будет единым. И еще раз я подчеркиваю, что это пока еще, получается, такой вот процесс. И возможно, что на основе этого может родиться очень такая хорошая организация, именно молодежная, которая может повести, опять же, это может быть новый виток, опять же, который может повести дальше татар вот уже на новый уровень. Естественно, конечно, всех волнуют вопросы языка, сохранения языка, потому что формат сохранения в сегодняшних условиях, он достаточно сложный. Мы уже не раз говорили по поводу того, что количество татарских школ, оно неуклонно уменьшается. То есть не татарских школ, конечно, сейчас это школы с этнокультурным компонентом.
Это уменьшается и количество часов татарского языка. Ну и, естественно, конечно, что большой проблемой является и вопросы, связанные с тем, что сейчас, на сегодняшний день, в Сибири, на существовавшей когда-то в Тюменском университете и ранее в Тобольском пединституте, сейчас это филиал Тюменского университета, сейчас уже не действуют те же самые кафедры русско-татарского языка, которые существовали на протяжении многих лет. А это было очень важный, получается, важный институт формирования, опять же, не только научных кадров, это важный институт формирования в принципе татарской, сибирско-татарской интеллигенции. Поэтому, к сожалению, вот на сегодняшний день это тоже является очень большой проблемой. То есть необходимость вот такого рода, получается, ступенчатого образования, начиная, опять же, с детского сада и до вуза, которое могло бы, опять же, формировать и сохранять татарскую идентичность. Ну, естественно, конечно, основанную на языке. Здесь приходится соглашаться, потому что во время нашей последней поездки в Тюмень нам тоже в качестве упрека сказали тамошние татары, что за последние 30 лет мы ни одного преподавателя татарского языка и литературы к вам не прислали. У вас свои кадры сейчас не готовятся. Это вот как раз серьезная проблема. Каким образом дальше мы будем восстанавливать национальное образование, когда нет преподавательского кадра? Татарстан тоже сейчас находится в пике, потому что у нас тоже кадры толком не готовятся. Но по разным прикидкам сейчас нам необходимо раз в 10 больше готовить кадров, чем мы реально выпускаем в нашем университете. То есть проблема существует реально. Ну, мы так со стороны Казани смотрим на Сибирь и иногда так начинаем задумываться, что у вас дальше будет происходить. Мы слышали, что вы там откопали какого-то Кучумовича, готового наследника на престол. Вы там не хотите сибирское ханство восстановить, опираясь на этого Кучумовича? Как вы там думаете на этот счет? Ну, дело в том, что несколько лет назад, получается, мы услышали по поводу того, что есть у нас, оказывается, живой наследник, который себя считает наследником, опять же, хана Кучума, представителем этого рода, некий Игорь Сибирский. Поэтому, естественно, конечно, что я, честно говоря, прямых контактов с ним не имею, поэтому ничего так толком сказать об этом не могу. Но поэтому... вы имеете отношение к престолонаследным делам, потому что именно вы нашли потомка Беклярибека Сибирского ханства, и он сейчас очень хорошо выступает на Фейсбуке, разные интересные вещи рассказывает. То есть у вас уже Беклярибек есть, потомок хана Кучума имеется. Я думаю, что если найти еще несколько человек, представителей от бывших кланов, главных сибирско-татарских, можно начать думать и о восстановлении сибирского ханства. Ну, это, конечно, шутка, но тем не менее в этом доля истины есть. Потому что я к тому, что клоню, что прошлая история она никуда не исчезла, она с нами. И поэтому сибирские татары, которые являются наследниками крупного государства, которое играло важную роль на просторах Сибири, не зря Миллер писал о том, что сибирские татары есть главнейший народ Сибири. Эти татары живы, и поэтому... То, что вы думаете о том, каким образом сохранять сейчас татарскость, но мы здесь в Казани ни в коем случае не выступаем против сибирско-татарской идентичности. Сибирские татары есть и будут. Мы просто выступаем за общее сотрудничество. И я могу сказать, что по моим наблюдениям сейчас главная проблема – это каким образом совместить в образовательном процессе преподавание татарского литературного и совместить этот предмет с сибирско-татарским диалектом. Потому что народно-разговорный язык существует, реально функционирует. И вот если мы найдем возможность совместного существования этих двух реалий, я думаю, что это будет наилучший выход. Но пока еще, к сожалению, в Татарстане тоже наши ученые, министерские работники на эту тему больших успехов не достигли, у нас и такого опыта нет, чтобы диалект одновременно функционировал в образовательной системе наряду с литературным языком. Хотя для вашей ситуации это очень важно. Потому что вот я по прежним своим поездкам помню, старшее поколение прекрасно говорит на сибирско-татарских говорах и параллельно отлично знает тукая и может спокойно пересказать
стихи Тукая, потому что они обучались всему этому. И как-то я не заметил, чтобы эти две ариали мешали друг другу. Наоборот, они друг друга подпитывают и дополняют. Я думаю, что вот следующую поездку в Сибирь мы как раз эти вопросы тоже должны обсудить. Как вы считаете? Я совершенно не против и совершенно согласна с тем, что это один из таких вот, получается, важных вопросов, которые, возможно, снимет какие-то определенные противоречия между, опять же, теми, кто радикально настроен относительно, получается, поволжско-татарского языка, или этот вопрос поможет, опять же, как какой-то, получается, не разделяясь, а вот как бы в какой-то большей гармонии существовать, опять же, и сибирско-татарскому языку. Но и здесь же, конечно, нужно сказать по поводу того, что вот недавно Фарид Хакимов сказал достаточно такую интересную мысль по поводу того, что татарский язык, он помогал сохраняться сибирско-татарскому языку. Вот, прозвучала такая фраза. Другие же у нас, получается, сторонники уже чисто сибирско-татарского языка говорят по поводу того, что татарский язык мешал сохраняться сибирско-татарскому языку, именно имеется в виду поволжско-казанский. Здесь я, конечно, ближе к позиции Фарида Хакимова, потому что действительно литературный татарский язык, вот как бы то ни спорили по этому поводу, это язык, который, получается, выработан не только поволжскими татарами, но он выработан, в принципе, в целом тюркской культурой, татарской культурой. И поэтому, естественно, конечно, здесь говорить и разделять это не нужно. И здесь, естественно, конечно, что подпитка шла и с той стороны, и с другой стороны. Поэтому не нужно забывать, опять же, и о богатейшем достанном, в том числе, получается, эпическом наследии сибирских татар, о фольклорном наследии сибирских татар, которым, опять же, подпитывалась и в целом поволжско-татарская культура, и в целом татарская культура, потому что те же самые произведения известные и Эдигей, и те же самые Аккабак и так далее, они же, Тактамыш и прочие, они как раз вот были обнаружены и сохранились в наибольшей такой, в полной версии именно у сибирских татар. Вот сейчас я, получается, работаю над интересным произведением, эпическим, возможно, литературным, Ильдан и Гульдан, которое тоже говорит по поводу, которое тоже построено на событиях, связанных с историей именно Сибири, и которое тоже является интереснейшим таким вот наследием сибирско-татарского творчества. Поэтому здесь, конечно, естественно, конечно, что здесь знание большего количества языков, оно никогда не являлось явлением, это признак по большому счету культуры. И чем человек знает больше языков, это во все времена, у всех народов, это было явлением, которое показывало, опять же, уровень культуры любой личности. В том числе, естественно, конечно, что и когда языки, тем более столь близкие, вместе сообща, получается, развиваются, и поиск, опять же, взаимного, получается, обогащения и поиск взаимного сосуществования будет найден, то я думаю, что это будет очень важный и большой шаг. И поэтому, естественно, конечно, что необходимо, естественно, конечно, чтобы сохранялся и литературный татарский язык, и преподавался он, и продумывался еще и вариант по поводу того, чтобы и сибирско-татарский язык точно так же, получается, мог вот в этом формате существовать, опять же, и в образовательной системе. Поэтому это очень важный вопрос. Его нужно продумывать не только общественникам, его нужно продумывать специалистам, языковедам, ну, конечно, и чиновникам министерские тоже должны работать. В том числе, естественно, конечно. Хорошо, но я думаю, что в следующий ваш приезд мы послушаем про ваши соображения об эпосе Ильдана и Гульдана. Это очень интересно, кстати. Я думаю, что когда мы скоро будем опять в Тюмени, мы там тоже проведем ряд интересных встреч и еще неоднократно будем высказываться, в том числе о сибирских делах, потому что Сибирь для нас очень интересный регион. Там проживает третья по величине группа татар.
причем много коренных, и поэтому Сибирский регион является одним из этнических регионов формирования великого татарского народа. Мы о вас не забываем и будем надеяться, что спорный вопрос обрешим в дальнейшем.